Все, удачи, начинаем. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в прямом эфире, и мы продолжаем знакомиться с самыми интересными библиотеками в мире. Меня зовут Даша, я работаю в смарт-библиотеке, и сегодня мы прогуляемся по самой интересной молодежной библиотеке, по Международной Мюнхенской библиотеке. И сегодня с нами специалист по славянским языкам, доктор Катя Вебе. Привет! Привет! Как дела? Как погода, Катя? У нас сегодня солнце, плюс 10 градусов, очень красиво. Да, у нас хорошо. Мы здесь вместе с Терезой, она за камерой, и мы сейчас показываем вам наше рабочее место. То есть Международная молодежная библиотека. Да, нам очень повезло, так как наша библиотека находится в настоящем средневековом замке. Это замок Глютенбург. Как красиво! Какая красота, как тепло. Сколько у вас сейчас градусов? А там у нас даже озеро есть. Да, и замок не находится в зачарованном лесу, а в городе Мюнхен, в западе части города. И у нас транспорт есть, автобусы ходят и даже поезда местные. Так что люди к нам очень удобно могут приехать. И сейчас мы пойдем посмотрим, что у нас в библиотеке. Отлично, давайте прогуляемся. Начнем нашу экскурсию. Сегодня нам в эфире будет помогать еще Тереза, специалист по пиару и связи с общественностью Международной библиотеки Мюнхенской. А там... Nein, verdammt. Da. Okay. Okay. Какая красота, так интересно. Никогда не была в таких библиотеках, где так зелено, так красиво и такая огромная территория. Да, наша библиотека является крупнейшей в мире для международной детской литературы. И это значит, что мы собираем книги из разных стран на разных языках. Например, те книги Испании на испанском языке, те из России на русском языке. И так у нас очень большая коллекция сейчас и сегодня. И у нас есть еще очень важная базовая идея, связана с нашей коллекцией, и это идея укрепления взаимопонимания между разными культурами. И эта идея связана с рождением библиотеки после Второй мировой войны и с именем основателя библиотеки, это Ела Лепман. Я вам покажу сейчас, как она выглядит. Это Ела Лепман, и она немецкая журналистка и писательница еврейского происхождения. И она была вынуждена эмигрировать из Германии в Англию в 1936 году во время гитлерского режима. И она вернулась после войны в Германию и начинала собирать книги, чтобы организовать большую выставку международной детской литературы. И это было как бы база нашей библиотеки.
Она верила, что через хорошую книгу ребенок может познакомиться с другими культурами, людьми других национальностей и обнаружить, как много общего в мыслях и чувствах людей, которые на первый взгляд, может быть, не так похожих на тебя. И это был ответ Еле Лепман нацизму и фашизму, что детская книга должна была щитом против антигуманных и расистских идей, чтобы они не возникли еще раз в будущем. И цель ее была построить мосты при помощи международной детской литературы. И мы до сих пор работаем по этому девизу, так сказать. И сегодня наша коллекция очень большая, и это у нас сейчас так много книг, 650 тысяч книг. Ничего себе, хорошая коллекция. Внушительная цифра. 240 языков. Вообще, это уникальная коллекция. Из 6 веков. Из 6 веков, да. Как существует, наверное, письменность. Ну, не письменность, а как существуют наши алфавиты, да? И между ними есть 57 тысяч исторических изданий. И что у нас еще? У нас еще 30 тысяч томов научных работ о детской литературе. Да, правильно. Смотрите, как много, оказывается, есть трудов во всем мире про детскую литературу, именно научных, да, очень интересно. Целая кладезь. Да, у нас еще около 130 спецжурналов о детской литературе, которые постоянно к нам поступают. Еще коллекция плакатов и афишев. И еще около 40 тысяч единиц. 40 тысяч единиц, ага. Да. И вы, может быть, спрашиваете себя, где все эти книги, и все эти книги вот там, под двором. Там внизу, под двором, наше хранилище. Там все книги находятся. Но так как у нас хранилище у нас нет интернета, мы с вами не можем туда пойти, и поэтому мы будем показать вам маленький видеоклип, как хранилище у нас выглядит. Замечательно. Сейчас мы, дорогие друзья, подключаем видео. Это действительно уникальное зрелище. Мы вроде видим такую, как сквер, да, и под ней, оказывается, находится такое огромное количество книг, фондов и документов. Внимание, друзья, видео мы подключаем. Was ihr hier seht, ist der wunderschöne Innenhof von Schloss Blutenburg, dem Sitz der Internationalen Jugendbibliothek. Aber wo verstecken sich hier bitte 600.000 Bücher? Die Antwort ist ziemlich einfach. Мне кажется, в такой библиотеке очень классно проводить мероприятия. Так красиво во дворе и внутри. Тоже очень интересно. Сколько книг. Как интересно открывается. Очень интересно. Так удивительно видеть, как работают библиотеки в других странах. 240 языков и 6 веков. Это удивительно. 500 000, больше 500 000 книг. Ух ты, такая длинная книга существует. Какая интересная.
Это маленькие книги, да? Прям размером со спичечный коробок. Но у нас тоже я такие подобные видела, но чтобы они так открывались, тоже очень интересно. Из Австрии книги и Зимбабве. Увидим то, что здесь уникальная коллекция книг собрана. Обложки такие красивые, какие красивые шрифты. Грузия, все страны мира, так, Китай. 640 тысяч наименований, то есть книг, 230 языков, уже сейчас 240, да? И такие красивые фотографии. Такое классное видео. Спасибо большое. Мы увидели хранилище книг. Мы не можем его показать онлайн, потому что у нас соединение внизу было бы невозможно. И сейчас повторно подключаемся к Кате и Терезе, чтобы зайти внутрь. Ага. Катя, да, тебя видно хорошо? Отлично, мы возобновляем эфир. Ага. Отличное видео, Катя. Теперь, наверное, мы заглянем внутрь библиотеки, да? Да, мы сейчас входим в нашу спецбиблиотеку. Надо сказать, что библиотека вообще понимает себя как большой архив мировой детской литературы, и это также значит, что большинство нашей коллекции недоступно для широкого круга читателя, а чаще всего для специалистов, значит, для литературоведов, для переводчиков, но у нас в спецбиблиотеке все по-другому. Там, конечно, дети приходят, и они берут отсюда книги на прокат, как во всякой публичной библиотеке. Для них это бесплатно, и мы входим и посмотрим, что там есть. Это очень интересно. Смотрите, как интересно устроено здесь все. Флаги разных стран мира. То есть, как я понимаю, то есть флаг обозначает книги на том или другом языке, да? Да, это правильно. У нас есть и маленькая русская коллекция в спецбиблиотеке, и русскоязычные дети также посещают нас, что очень красиво, и мне как, специалисту очень приятно, наверное, да. По славянским языкам. Покажу нашу комнату книжек картинок. И здесь только и исключительно книжки-картинки, которые очень популярны у наших маленьких читателей. Да, кроме того, здесь много происходит. Есть разные мероприятия, чтения, например, детективные чтения, и есть еще игровые чтения. Это значит, дети приедут сюда, и наши литературные посредники занимаются ими. Есть еще курсы иноязычного чтения на английском языке. Это раз в неделю. Только не сейчас из-за пандемии, к сожалению. Да, конечно, у нас тоже ограничения. Ага. Да, и очень интересный проект. Это у нас наш проект «Откроешь книгу, идет фильм». И этот проект имеет место раз в месяц. Тогда ребята к нам приходят, и они вместе читают книжку, а потом разговаривают об книге, и потом подумают, как снимать фильм, и как сделать из книги
маленький видеоклип. И потом они уже снимают такие клипы, и они все доступны у нас на каналах YouTube и Vimeo, и это очень успешный проект, так как такой формат познакомиться детей с новыми книгами и также дает возможность поговорить об литературе с взглядом как бы фильм-режиссера. И дети очень любят этот формат. Да, Да, мне кажется, это очень интересный формат. Сейчас вот дети обожают фото-видео-контент, цифровые медиа, поэтому, да, думаю, очень актуальный проект, интересно. Мгм. да, и это чаще всего из-за формата. Я так считаю. Да. Ну, давайте пойдем дальше. Мгм. У нас еще Тереза, чуть-чуть помедленнее нужно будет. У нас связь немножко пропадает. Ага. Помедленнее нужно будет. Катя, ага. Катя у нас и не загружается, нужно помедленнее остановиться, скорее всего. Тут, видимо, интернет не очень хорошо ловит. Так. Ага, картинка появилась, но она немножко тормозит. Мгм. Так, Катя, тебя лучше, пока не надеемся. слышно. А сейчас, да, получше. Нужно, наверное, остановиться, ага. Либо идти медленнее. Мгм. Так, лучше так. Так получше, ага, но картинка размытая почему-то. Мгм. Но сейчас, я думаю, улучшится, да. Главное, помедленнее идти. Хорошо. Ага, ну все, уже связь установилась. В принципе, можно Der Kiwi продолжить. ist off. Это музей, да, я вижу. Да, это музей посвящено творчеству Михаила Энде. И у нас есть часть его наследия, то есть у нас несколько типоскриптов, его личная библиотека находится у нас, а также некоторые личные вещи, как, например, его трубка, и мы сейчас показываем это. Так, опять у нас немножко видео тормозит. Так, ну мы подождем, пока связь установится. Библиотека мюнхенская, она расположена в замке, и мы видим, что обширная такая территория, и поэтому интернет поспевает за нашими экскурсоводами, за Катей, и повторно подключаемся к Кате и Терезе. Так, хорошо. Так, напоминаем наш эфир смарт-библиотеки. Сегодня мы гуляем по Мюнхенской международной библиотеке. Так, мы видим, Катя, тебя видно. Хорошо, мы прибыли в музей, да, по-моему? Угу. Так, мы обратно все в связи. Да, на связи, Катя. Продолжим экскурсию. Хорошо. Мы сейчас находимся в музее Михаила Энде, знаменитого немецкого детского писателя. Да, там внизу это его личная библиотека. И есть очень богатая коллекция вещей. И Тереза вам покажет вот это трубки. И там это очень интересный типоскрипт. Значит, первая версия романа. Да. И кроме
какой Кроме- первая версия романа мы не услышали название? Можете повторить, пожалуйста? Ага, роман, название. Это роман Момо, это типа скрипт этого романа. Очень интересно, действительно. И кроме наследия Михаила Энда у нас есть еще других наследий, например, немецкого писателя Джеймса Криса и еще немецкой писательницы Мирьям Преслер и так далее. И это, конечно, очень интересно для литературоведов исследовать такие материалы. Да, и для посетителей, конечно, другие типа скрипты, наверное, интереснее. Да. Еще я Будем думаю, дальше. что это представляет интерес для научных сотрудников, для тех, кто изучает литературу, творчество писателей. И, кстати, Катя, мы просматривали информацию в библиотеке, почему-то звук сейчас исчез, и там говорилось о еще и грантах, да, для интересующихся разной литературой. Да, мы попозже поговорим об этом, когда мы... Немножко звуки и картинка Катя запаздывает. И напоминаем, это второй эфир смарт-библиотеки. До этого мы были в библиотеке ОДИ в Хельсинки. Моя коллега Марина проводила экскурсию. Вы можете посмотреть на нашем YouTube все выпуски. И этот эфир мы также, конечно, сохраним, и можно будет прогуляться вместе с нами, со смарт-библиотекой, по лучшим библиотекам мира. Катя побежала вперед. Это очень интересная библиотека мюнхенская, и так же, как и смарт-библиотека, тут акцент делается на том, что вот непрерывное развитие, образование, интерес детей и молодежи к литературе, к подростковой литературе. Катя, мы тебя видим. Хорошо. Мы сейчас входим в главное здание. Она находится там, и там работают все мои коллеги, все сотрудники библиотеки. И там главный вход в наши выставки. У нас есть разнообразные выставки, посвященные иллюстрации и разным авторам. Да, и есть еще маленький магазинчик, где можно покупать книги, конечно. И да, входим сейчас в эту сторону. Сколько человек, Катя, работает вместе с вами в библиотеке международной? Около 40. 40 человек. Ну да, хороший штат. И каждый год у нас насчет посетителей, то это около 40 тысяч посетителей в нашей библиотеке. Да. И это к нам те люди, которые к нам приедут как читатели, но и как посетители наших мероприятий, так как авторских встреч и да, и посетители наших выставок. Внушительная цифра, да, много посетителей. У нас также, если в смарт-библиотеке посещают мероприятия, тоже считается в количестве посетителей библиотеки, так как мероприятие организовывается непосредственно библиотекой. Как же хорошо и тепло смотреть на всю эту зелень. Ух ты, какая красота. Тут нужно, наверное, будет еще замедлиться, чтобы картинки у нас успевали подгрузиться. Мы видим то, что иллюстрации здесь очень интересные будут. Да, это наш маленький магазинчик, там книги. Да, там вы видите уже наша первая выставка, она называется «Изоляция», и это связано с пандемией. И во время первого пика
весной этого года мы как весь мир испытывали внезапную изоляцию. И мы тогда спрашивали детей из разных стран, как вы себя чувствуете и что вы делаете сейчас. И мы попросили их отправить, нарисовать себя и тогда отправить картинки к ним. И мы получили огромный ответ, более чем 800 детских рисунок, и некоторые примеры вы видите здесь. Тереза вам это показывает. Ух ты, как интересно. А как дети интерпретируют изоляцию? Ну да, так интересно. Ну, мне кажется, во время пандемии многие стали больше общаться, родители со своими детьми, проводить время с близкими, и многие стали еще больше ценить семейные отношения, да, то, что 24 часа в сутки ты рядом с близкими людьми, живешь с родителями, либо со своими детьми. Интересно, ну тут мы видим и яркие краски, да, ой, с масочкой, такой красивый. 9 лет из Армении отправила девочка. Ух ты, как она красиво нарисовала. Такие яркие, сочные краски. Мне кажется, она не грустит во время пандемии. Сейчас мы пойдем дальше, наверху. Там второе главное место для наших выставок. Хорошо. Тут у нас в чате в YouTube задают вопрос. Добрый вечер. Какая красота. А чей был замок, спрашивают. Кому принадлежал замок до того, как стал библиотекой? Еще раз, пожалуйста. Кому принадлежал замок до того, как стал библиотекой? Это был монастырь. И до сих пор замок принадлежит баварскому государству, и мы как бы жители этого замка. Очень интересно. То есть, получается, это государственный вопрос. Так, вопрос из чата у нас поступил такой. Как вы работаете с другими странами? Например, вот как получили фотографии рисунков детей и какие конкурсы, может, для детей проводите? Это был как конкурс, да, или как акция? Да, это было... мы через интернет и при помощи наших партнеров в разных странах, мы смогли спрашивать все эти дети, так как мы очень тесно сотрудничаем с разными библиотеками и с детскими организациями в разных странах. И это уже с начала открытия библиотеки. Далее мы очень тесно работаем вместе с издательствами, которые каждый год пожертвуют свои лучшие книги, и они посылают их к нам. И мы тогда работаем. Ой, аккуратно. Ага. Мы испугались. Ага. Якутия будет очень рада принять участие тоже, совместно работать, участвовать в конкурсах. У нас дети тоже очень творческие, любят рисовать, петь. И думаем, в дальнейшем будем вместе с вами тоже работать. Этот вопрос я не слушала.
Якутия, наша республика, будет очень рада тоже участвовать в ваших конкурсах, в акциях. Дети очень любят тоже рисовать, петь, танцевать, и надеемся, что мы тоже в скором времени присоединимся к вашим очень интересным акциям и мероприятиям. Я вижу сзади вас очень красивый рисунок, иллюстрацию. Вы работаете, наверное, с художниками, с иллюстраторами, и они разрисовывают стены. Может, это какая-то акция, либо привлеченные художники? У нас здесь это у нас вход по внутренней стороне замка, и там каждый год некоторые выставки, тематические выставки. И сейчас у нас веселая выставка о Виммельбуков. Виммельбук — это те книги, в которых очень много одновременно происходит. И вот вы видите пример знаменитого немецкого иллюстратора Али Митруч. Он уже в 70-е годы сделал эти иллюстрации. Это как хорошо сохранились замечательные иллюстрации, они такие милые, добрые. И в следующем году мы уже сейчас очень радуемся. У нас будет выставка о творчестве знаменитого русского иллюстратора Игоря Олейникова. И мы очень рады, что мы можем показать. Да, действительно, очень хорошие иллюстрации, которые тоже знакомы нашим читателям, я думаю, по всей России, кстати, да. А в Германии, к сожалению, Игорь Олейников до сих пор, в принципе, мало известен. И поэтому мы подумали работать с ним и организовать выставку о творчестве его. Да, несколько, далее. К многим выставкам мы организуем школьные программы. Так, это значит, что наши литературные посредники, они занимаются выставками и выдумывают программы. А потом мюнхенские учители, они вместе с учителями к нам приедут, и они здесь занимаются. Они рисуют, они играют театральные сцены, да, и все это по теме выставки. Некоторые выставки, они становятся потом передвижными. Это значит, что они путешествуют в другие страны, в другие библиотеки, в другие институции. И если вам это интересно, на нашем сайте есть возможность забронировать и заказать эти выставки, эти передвижные. И сейчас я вам немножко покажу эту выставку, а тогда мы уже в нашем читальном зале. Это зал для взрослых читателей. Да. Хорошо. Также, дорогие зрители, мы напоминаем, что вы можете задавать свои вопросы в чате в YouTube. Мы их обязательно в конце нашей экскурсии зададим, и вы сможете получить ответы на свои вопросы. Тут уже несколько вопросов поступило. Катя, какие замечательные иллюстрации, да, вообще шикарные. Прям хочется их стоять и долго-долго их рассматривать. Как здорово. И на них так много элементов, деталей, что, мне кажется, каждый раз можно что-то увидеть. Китаник, да, похоже на название Кит и похоже на название знаменитого лайнера, да. Ну, Китанике еще изображен кит. Очень интересно. Это из книги Екатерины Горелик.
И мы очень любим ее. Это очень красивая иллюстрация. Да, она замечательно очень. Столько всего нарисовано, столько сюжетов можно продумать и рассматривать бесконечно. Катя нам задают вопрос в чате. А какая самая старая книга в фонде? Да, это роман, как это сказка о Алису. И она была опубликована в 1574 году. Ничего себе, она прожила такую долгую жизнь. 450 почти лет, да? И так интересно, что это именно сказка. Еще такой вопрос поступил от Розалии, от нашего читателя. Дети читают много сейчас. Как они читают? Ну, наверное, как специалист, ну, как библиотека, которая специализируется на подростковой литературе, наверное, такие вопросы изучаете. И читают ли много сейчас или нет, по вашему мнению? Ну, как сказать, я считаю, что дети много читают, а с подростками и так, и так. Это я так считаю. Да. Мы здесь в читальном зале, там собрана академическая, научная литература и наши международные спецжурналы. И здесь и работают и наши гости. Каждый год мы имеем возможность пригласить из разных стран исследователей, которые на 3 месяца могут работать здесь, и они получают гранты, чтобы сделать эту работу. И если не пандемия, то каждый год у нас около 15 гостей, а прямо сейчас только 2, но очень сердечные. И это Зофия и Джессика, и наверняка они сейчас не здесь. Посмотрим. О грантах можно, наверное, узнать на вашем сайте, да, Катя, информацию? Да. Как... И Зофия вам. Привет! Привет, меня зовут София. Я здесь на 2 месяца занимаюсь исследованием слез. Очень интересно. А какое у вас исследование посвящено чему? Пишу диссертацию о том, как представлен Советский Союз в современной литературе. Ух ты, как интересно. Пожелаем вам удачи в написании диссертации. Пусть быстрее пишется. А вы будете защищаться в какой стране? Я вообще из Санкт-Петербурга, но я живу в Испании, и защищаться я буду в Испании. Ух ты, интересно. Тогда у вас, получается, степень PhD будет, да? Ну, по филологии, да? Нет, по литературоведению, наверное. Да, но у нас нет PhD, у нас называется кандидат каких-то наук, мне кажется. Да, я неправильно просто услышала страну. Хорошо, пожелаем вам удачи, и мы продолжим экскурсию в написании диссертации. Успехов! Там еще это Джессика. Привет! Так, и мы сейчас продолжаем экскурсию. И пойдем еще наверху. Ну, я прямо вижу, что такая обстановка, что тут прямо можно сидеть, работать вдумчиво, да, ни на что не отвлекаясь.
в смарт-библиотеке у нас также есть такие залы, где можно поработать, читальные залы, также подростковая зона, детские, игровые комнаты, развивающие. И также у нас есть специальный зал смарт-мелодия, где можно заниматься на музыкальных инструментах. Также у нас есть смарт-лекторий, где можно получать новые знания, поучаствовать в разных мастер-классах по самым разным направлениям. И у нас называется смарт-библиотека 2.03, что означает 2.0 это новое поколение, и 3 это 3 возраста. Тут так красиво. Это зал чему посвящен? Это наш так называемый кабинет Бинетта Шрёдера. Бинетта Шрёдер, она немецкая иллюстраторка, и она очень дружится с нами, и она подарила библиотеке свою коллекцию книжек, картинок, и вы все эти книги видите здесь. Так много книг и так уютно, прям хочется их перебирать не спеша, все просматривать. Магический дверь. Вот тайная комната. Ох ты, как там мило, красота такая. И все эти персонажи книг Бинетта Шрёдера. Такая красота, такое волшебство, наверное, когда дети открывают. А детям всегда можно заходить, да? Да, да. С удовольствием. Приглашаем всех. Прямо так и хочется протянуть руку и все потрогать. Да. И сейчас... Я здесь, да. И сейчас я вам покажу. Ага, что-то со звуком. Я слышно? Да, сейчас все хорошо слышно, да. Хорошо. Да, а сейчас я вам еще покажу самую старую книгу. Это наша самая старая русская книга в коллекции. Это русско-французская энциклопедия для детей, и она вышла в 801 году. В 1801, наверное, да? Что? В 1801, наверное, да. Мы все знаем, что в это время, да, был очень распространен французский язык, его изучали очень активно. Очень интересно посмотреть, но она очень хорошо сохранилась. Не скажешь, что ей 220 лет. Да. И как конец нашей экскурсии я вам еще покажу такой календарь. Это такая милая. Календарь детской поэзии, и это также интересный проект, связанный с семейной чтением, так как мы работаем и сотрудничаем вместе с гамбургским издательством, и каждый год мы делаем этот календарь, и в нем собраны детские стихи со всего мира, и там каждая неделя есть новый пример. Это так выглядит. Какая красота! А иллюстрации делают ваши сотрудники, да, или сразу направляют участники? Сразу эти стихи там на русском оригинале. Весенняя сказка. Дружно ударились рыбы об лед, и на реке начался ледоход. И это из русской детской книги. И если мы берем
стихотворения, то мы и берем иллюстрации, которые находятся в книге. Понятно, то То есть перепечатывается. Ага, хорошо, Такая поняла. Мгм. иллюстрация. И такой календарь очень популярный, потому что семьи вместе, все ну, дети и взрослые, они вместе побольше узнают, что там, например, в России, какие стихи там популярные, интересные, какие иллюстрации там. И каждая неделя есть возможность познакомиться с другими культурами, скажем так. Да, Да. замечательный проект, ага. И, кстати, вот про чтение детьми и подростками, да, мы когда изучали информацию о библиотеке, была информация о списке «Белая ворона». Можете расскажете поподробнее об этом списке, как туда попадают книги, там, цели этой, может, этого проекта, подборки? Мгм. Ну, это особенный список. Там собраны 200 необыкновенных детских книг из разных стран. И каждый год мы с коллегами выбираем эти 200 книги. Мы искаем в разных странах, да, что там нового, интересного, необыкновенного. И тогда мы да, рекомендуем такие книги для читателей, но и для издательств также. Очень интересно, то есть получается каждый год делается рекомендательный новый список, да, 200 книг. Ага, очень интересно. Наверное, книга «Гарри Поттер», которую любят по всему миру, попадала, да? Часто в этот список. Вопрос я, откровенно говоря, не знаю. Ага. Мне надо было посмотреть, был ли Гарри Поттер в списке. Ну, я думаю, скорее всего, он, наверное, был, да? А еще, кстати, вот вопрос уточняющий. И, кстати, было сказано о том, что этот список еще изучается в школах детьми, да, как внеклассное чтение, да? Как мы поняли. Для внеклассного чтения. Нет, так как такой список белых ворон это просто рекомендательный список. Да. Сейчас я понимаю, да. У нас был проект, сейчас он уже нету, что дети в школе, они также читают те книги, которые находятся в списке, и потом сами да, напишут маленькие обзоры, как им понравится, и мы тогда сделаем как бы сравнение, что говорят дети и что говорят взрослые. Очень интересный проект. Думаю, что мы познакомимся потом с этим списком еще получше. У нас поступили вопросы. Я, по-моему, не задавала, да, как пополняется коллекция книг в библиотеке. Ну, мы в связи с издательствами в разных странах в мире, и мы попросим послать нам книги. Хорошо, то есть направляют издательство книги, они сразу поступают в фонд. Ага. Ну, во многих странах есть еще также закон об обязательном, не закон, а об обязательном экземпляре, да? Наверное, у вас также действует. Ага. Такой вопрос еще. Есть книги на малочисленных языках, спрашивают. Есть ли книги? Ага. Как, например, это... Ну, есть исчезающие народы в мире, возможно, есть такие книги, да, на таких языках? Да, конечно, не так много, но они существуют, да, и есть у нас.
Очень интересно. Спасибо, Катя и Тереза, за интересную экскурсию. Было очень интересно прогуляться по Мюнхенской библиотеке. И в нашей библиотеке, Тереза, привет! Сегодня тоже со мной работала команда нашей библиотеки, которые помогали тоже провести эфир. И сегодня хотелось бы воспользоваться случаем и передать Мюнхенской международной библиотеке, самой большой юношеской молодежной библиотеке, книги, замечательные книги. У нас есть в Якутии, вообще Якутия считается одним из читающих регионов России. Наверное, Спасибо. да, наверное, вы знаете то, что когда-то Советский Союз был самой читающей страной. Ну, сейчас в Якутии продолжают читать, и мы хотели передать вам такую коллекцию книг. Сейчас я вам покажу все и каждую расскажу. Это книги на языках малочисленных народов Севера, которые проживают и в Якутии, в России. Всего в России проживает более 100 народностей, и здесь книги представлены на чукотском языке, означает «я настоящий человек». Вот, можете посмотреть, такая интересная книга. И экземпляры у них очень редкие. Эта книга издана всего лишь тиражом 85 экземпляров. И одна из них, мы очень надеемся, в скором времени будет у вас. И, возможно, посетители библиотеки увидят эту книгу, посмотрят иллюстрации. Также передаем следующую книгу. На эвенкийском, русском языках «Моя земля». Это серия «Детям Севера». 100 экземпляров, и один экземпляр тоже в Германии, возможно, побывает. Так, и книга также на эвенском языке, тоже 100 экземпляров. И также мы видим девочка на олене, очень красивые тут иллюстрации, немного минималистичные. Их выпускает, эту серию и книги выпускает национальное книжное издательство Бичик. Бичик означает, с рук Бичик означает письменность, если перевести с якутского языка. И наше книжное издательство почти целый век занимается тем, что издает книги, учебные пособия, также различные книги, посвященные и детям, и взрослым. Мы видим вот якутские сказки. Будет, возможно, очень интересно. Тут иллюстрации тоже очень красивые на якутском и на русском языках. Вот. Спасибо, очень спасибо вы. Вот персонажи тут нарисованы очень интересно, и мы надеемся, что в скором времени вы их получите, и посетители Международной библиотеки также посмотрят, почитают и увидят, что такие книги издаются в далекой Северной Якутии. Мы очень любим читать, очень рады были с вами познакомимся. Надеемся, что мы обязательно с вами встретимся офлайн. Вы к нам тоже заглядывайте на огонек. И таким образом мы завершаем наш прямой эфир и говорим до новых встреч. Следующий эфир у нас будет посвящен библиотеке. Мы переместимся на другой континент и увидим библиотеки стран Азии. Спасибо большое, Катя и Тереза. Хорошего вам дня. У нас уже вечер. До новых встреч. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо вам.